Добрый вечер. Пандемия изменила нашу жизнь. Она меняет наши планы, наши будни, наши праздники. Она вошла в нашу жизнь, и мы все от нее зависим. И у всех на устах теперь, если можно так сказать, ковид-лексика. Вот, к примеру, многие теперь уже знают, что такое сатурация. Мы не просто знаем значение этого слова. Это первое, что вызывает у нас беспокойство, когда кто-то из наших близких и знакомых заболевает COVID-19. От осложнений при коронавирусной инфекции может упасть уровень кислорода в крови, что может привести к летальности. Вот я держу в руках прибор, который измеряет эту самую сатурацию. Возможно, он скоро будет в каждой семье как тонометр. Мы в прямом эфире обсуждаем ситуацию с коронавирусом в нашей стране в связи с последним распоряжением главы государства об ограничительных мерах. От нас требуется одно – уберечь себя от коронавирусной инфекции. Как мы с этим справляемся? В обсуждении ситуации примут участие заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джансух Эдуардович Намба. Добрый вечер. Министр здравоохранения Тамаз Мурманович Цахнакия. Добрый вечер. Мэр города Сухум Беслан Федорович Эшбам. Заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Русланович Чкадуа. Главный санитарный врач республики Людмила Вильбертовна Скорик. Добрый вечер. А также на сегодняшний прямой эфир мы ждали начальника мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации Абдулмеджида Магомедовича Магомедова, но он не смог прийти к нам на эфир, о чем я искренне сожалею. Прошла неделя после подписания президентом последнего распоряжения в связи с ковид-ситуацией в Абхазии. Каждый день наши корреспонденты мониторят ситуацию, работают во всех районах. У нас складывается впечатление, что даже не самые жесткие меры приходится реализовывать с большими трудностями. И тема нашего сегодняшнего эфира – ограничительные меры, не локдаун, но тем не менее, вроде бы на самом деле введены не очень жесткие меры. Но тем не менее, люди не хотят, часть наших граждан не хотят их соблюдать. Как идет реализация ограничительных мер? Какие трудности в этой связи? Как можно оценивать уровень ответственности как со стороны наших граждан, так и со стороны уполномоченных органов? Эти и другие вопросы мы сегодня с вами будем обсуждать в течение часа. Тамаз Мурманович, я помню, вы как-то в конце прошлого года говорили о том, что мы вышли на плато, что ситуация более или менее стабилизировалась. А потом что произошло, почему в первых числах Нового года вдруг всплеск и большое количество заболевших ковидом? Да, на самом деле вот ноябрь месяц, у нас вот ноябрь 2020 года характеризовался именно выходом на плато. То есть мы вышли на некую прямую линию, а может быть даже и на снижение числа инфицированных. Ну, в том числе и в связи с тем, что выполнялись многие рекомендации и по части государственных учреждений, по другим вопросам. Ну и, соответственно, мы так полагаем, что, может быть, люди тоже немного расслабились, услышав, что вот у нас такая положительная динамика. Ну и это с одной стороны, но в целом эпидпроцесс, он характеризуется волнообразным течением. Это не только в Абхазии, это в любых государствах, когда идет снижение, потом повышение числа инфицированных по разным причинам. Ну, собственно говоря, у нас так и произошло, когда практически уже с конца ноября, начала декабря у нас пошел некий рост. Ну, конечно, это не был значительный рост. Вот мы очень в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, с Министерством здравоохранения Российской Федерации
делимся информацией. И в соответствии вот с действующими критериями он у нас был стабильный. То есть у нас не было снижения и не было такого значительного роста. Это я имею в виду в декабре месяце. Но несмотря на то, что были приняты соответствующие ограничительные меры в соответствии с распоряжением президента, которые необходимо было исполнять, и они вполне эффективные были бы. Вы имеете в виду распоряжение, которое было Прежде, не осенью, да, в последнее, а ноябре осень, месяце? да. То сегодня мы, может быть, у нас были бы другие цифры, понимаете? И вот этот новогодний период, мы знаем, что были определенные нарушения введения вот ограничительных мер, собственно говоря, что и привело вот сегодня к такому значительному всплеску числа Вот эти инфицированных. ограничительные меры, которые были введены после распоряжения президента в ноябре месяце, Да. они ведь действовали и на новогодние праздники. Почему их не соблюдали? Ну, Или это кто уже- должен был проследить за тем, чтобы они соблюдались? Мы, что касается Министерства здравоохранения, то, как вы знаете, мы рекомендуем проведение тех или иных ограничительных мероприятий и говорим о том, к чему это может привести. И, собственно говоря, мы неоднократно и постоянно об этом говорили. Кроме того, наш надзорный орган, санитарно-эпидемиологическая служба, достаточно часто, хотя у них скудные возможности, в том числе, я имею в виду в плане человеческого фактора, но тем не менее они проводили и проводят по сей день свои вот эти вот надзорные мероприятия, но, к сожалению, не всегда к ним прислушиваются. Вот что хотелось бы отметить. Я думаю, что если каждый из нас будет четко выполнять то, что нам рекомендуется, вот в части распоряжений, я думаю, и результаты будут намного лучше, чем сейчас. Все-таки я хотела бы задать вопрос так прямо. Новогодние праздники, проводились банкеты, которые Да. были запрещены. Я еще помню, как Беслан Федорович подвергся жесткой критике, когда вы запретили проводить корпоративы в банкетных залах. И тем не менее мы получили как результат большое количество людей, заболевших COVID-19. Беслан Федорович, когда, если бы прислушались бы к вам, возможно, мы не имели бы сегодня такую тяжелую картину. Ну, добрый вечер еще раз. На самом деле сейчас вы затронули именно то слабое звено, которое было за последнее время, да, до принятия новых ограничительных мер. Вот. Да, действительно, были такие меры предприняты, но помимо этого мы проводили беседу практически с каждым. И в качестве, скажем так, угрожающих мер, и в виде просьб и так далее. Но мы на тот момент их, как сейчас, допустим, принято решение закрыть, такого решения не было. И аргументы, и ответы были владельцев или тех, кто администрировал и занимается, значит, руководством этих ресторанов и кафе, говорили, мы держим дистанцию. У нас там расстояние, которое прописано в запретительных мерах. Весь обслуживающий персонал в масках, перчатках. Но тогда как посетителю прийти в ресторан и снять маску, получается? Правильно приходится? Вот. Не сидят все вместе, сидят группами по 5, по 6 человек. У них расстояние там метр-полтора. Мы несколько раз с, значит, управлением внутренних дел по городу совместные мероприятия контрольные проводили и так далее. Но, конечно, у нас была информация, что там в одном или в другом или в третьем месте проводят под видом обычного, значит, прихода в ресторан, проводят некие корпоративные мероприятия. Хотя как таковых банкетов с новогодней программой там, или с выступлением каких-то артистов и так далее, такого факта у нас ни одного зарегистрированного нет. На самом деле за новогодним. Да, приходили люди, или те, кто вместе работают, или родственники, все равно приходили в ресторан. Вот. Мы, насколько хватило сил на тот момент, с учетом того, что это новогодние праздники, и только на дежурстве находятся самые ответственные люди, которые в это время находятся на службе. Вот. Но те силы, которые были по городу, они отрабатывали эту ситуацию и пресекали там, где это было возможно. Вот так проходили эти праздники, и мы все понимали уже для себя, что просто сказать
держите, там, выдерживайте все необходимые нормы, которые прописаны в распоряжении, это оказалось недостаточным, когда люди прошли просто в ресторан или в кафе. Вот, там не контактировать не получается, да, там не проследишь или на входе не поставишь тест, который будет показывать, он болеет ковидом или нет. Ну, температуру можно, но человек с температурой не пойдет в ресторан. То есть вот сейчас меры, которые предприняты, ну, наверное, тоже будет дальше возможность высказаться, они, конечно, уже, я бы не сказал, просто четкие, они понятные многим тем, которые есть еще и непонятливые, которые все равно даже сегодня продолжают под видом сбора с друзьями посидеть, там, кофе попить в закрытом ресторане, понимаете? Даже это мы сегодня пресекаем вот, совместно с Управлением внутренних дел, нашим департаментом экономического развития и департаментом транспорта. Это уже немножко про другое, про транспорт. То есть На ком все-таки ответственность? На хозяине ресторана, который позволяет, ну, принимает посетителей, или все-таки люди, которые приходят туда и требуют я открытия выскажу свое ресторана? мнение по этому поводу. Ответственность расписана в распоряжении в виде поручений министерствам, ведомствам, администрациям. Вот. Но какие меры могут предпринять, значит, те или иные государственные ведомства по отношению к нарушителям? Здесь есть у нас правовой, я не знаю, вакуум, наверное, так можно сказать, потому что одними штрафами, допустим, не обойтись, да, потому что штрафы мизерные, люди оплачивают и снова, рассчитывая на то, что он успеет эти деньги заработать, все равно продолжает нарушать. Нет у нас такого один раз, второй раз, третий раз нарушил и все. Тогда против него какие-то другие серьезные санкции. То есть с КОАПом надо работать, и тогда рычагов воздействия у государственных органов, которые отвечают и на ком возложены, значит, контролирующие функции для исполнения распоряжения, будет побольше возможностей влиять на эту ситуацию. Это тоже имеет место быть. Вот что я хочу сказать. Помимо ответственности просто по служебным обязанностям. Потому что мы требуем, и сам я тоже непосредственно участвую в этом процессе. И там завтра, послезавтра увидите там и рейды, и все остальное. Но, к великому сожалению, есть черта, через которую мы тоже не можем перешагнуть. Хотя я уверен, что жалоб будет, и может дойдем и до судебных разборок. В таком плане, что будет мы... на администрацию города? Да, на администрацию или на другие органы о том, что мы превышаем в той или иной степени свои законные возможности, так скажем. Я практически не сомневаюсь в этом. А жалобы на правоохранительные органы, вы проводите рейды, вы общаетесь с нарушителями, так скажем, выявляете нарушителей? Расскажите о вашей работе. Проводятся ежедневно практически рейдовые профилактические мероприятия совместно с администрациями городов и районов. Выявляются нарушения, но на сегодняшний день удается их устранять путем беседы, переговоров. Берем расписки, люди понимают всю сложившуюся ситуацию, идут навстречу. На сегодняшний день каких-либо таких явных грубых нарушений не выявлено пока. То есть пока динамика такая, в общем, положительная, тенденция идет, и люди относятся с пониманием. И тем не менее, продление ограничительных мер, и, можно сказать, немного поменялись. Они раньше были рекомендательного характера, а сейчас более ужесточили. У людей это вызвало бурное обсуждение, были недовольные. Как вы думаете, насколько были необходимы, Джансух Эдуардович, эти продления ограничительных мер? Спасибо, Анна. Ну, я в первую очередь хотел бы в качестве предыстории рассказать, как вообще происходил процесс принятия решений, как работал координационный штаб, на котором и принимались рекомендации, которые в свою очередь поддержал президент. Все наши решения, которые принимались в рамках работы координационного штаба, принимались целиком и полностью опираясь на информацию, которую нам давали уполномоченные органы. В первую очередь это Тамаз Мурманович и Людмила Вильбертовна. Они нас детально проинформировали о сложившейся ситуации. Они, значит, оповестили нас о резкой отрицательной тенденции, о повышении количества выявленных больных после праздничных дней. И, безусловно, все мы, понимая угрозу, которую несет данная болезнь, исходили из главной цели, которую мы преследуем в рамках нашей работы – безопасность нашего населения. Это
наиважнейшая задача, которую и президент, и правительство ставят во главу угла. Исходя из тех данных, о которых нам стало известно, мы, безусловно, рассматривали различные варианты, были предложения иного характера по... Вот Людмила Вильбертовна тоже выходила с рядом предложений. Все это обсуждалось, дискутировалось. И в итоге единогласно координационный штаб проголосовал за тот вариант ограничительных мер, которые мы с вами увидели в виде распоряжения президента. Мне кажется, что на данном этапе мы должны уже спустя практически больше 6-7 месяцев мы живем с этой болезнью, мы слышим, насколько она опасна. Самое страшное, мы уже столкнулись с потерей наших близких, наших соседей, родных. Мы видим, что люди реально умирают от этой болезни. И мне кажется, что каждый из нас должен для себя в первую очередь понять, что это не шутки. Это серьезная проблема, это угроза здоровью наших близких, наших семей. И те меры, которые приняты в распоряжении президента от 12 января, на мой взгляд, на сегодняшний день являются возможностью вот за этот короткий промежуток времени, я напомню, что распоряжение действует до 10 февраля 2021 года. И дата эта неспроста выбрана, так как нам именно Людмила Вильбертовна рекомендовала вот этот период месячно, грубо говоря, как возможность стабилизировать ситуацию. В случае, если наши граждане проявят самосознательность и будут четко следовать тем ограничениям, которые указаны в этом распоряжении, есть мнение профессионалов, что ситуация будет сбалансирована. Понятно, что данное заболевание в стране уже есть. И исключить полностью процесс мы не можем. То есть люди будут болеть, но самое главное – количество. Самое главное – не перегрузить нашу систему здравоохранения. Она уже перегружена. Совершенно верно. Ситуация достаточно сложная. Мы с вами об этом прекрасно понимаем. И очень хочется верить, что каждый из нас в первую очередь задаст себе вопрос, как он относится к этой ситуации, что он сделал для того, чтобы защитить в первую очередь своих близких, свое окружение. И хочется очень верить, что вот этот период месячный позволит нам стабилизировать ситуацию, а дальше мы будем бороться с этой болезнью уже с более высокими результатами, с эффективностью. Людмила Вильбертовна, по вашей инициативе, я так понимаю, мы пришли к продлению ограничительных мер. Какой результат вы ожидаете, что будет в течение месяца? Вообще-то я штабу предлагала более жесткие меры и предлагала даже локдаун. Почему? Потому что та ситуация, которая складывается у нас сейчас в лечебных учреждениях и с обращаемостью просто пациентов в лечебные учреждения, довольно-таки серьезная. У нас начали включаться в эпид-процесс самые маленькие граждане нашей республики, это дети. Почему? Потому что это сейчас как раз период острых респираторных заболеваний, и страдают чаще всего те, которые иммунно не сформированы еще лица. Поэтому мной выдвинулся период 28 дней, это 14 и 14. За это время более-менее легкие заболевания, скажем так, легкой и средней степенью тяжести смогут пройти лечение, не нагружая лечебные учреждения. Но все это только при том, что они будут соблюдать все рекомендации медицинских работников. Вот. Но когда мы начали обсуждение, естественно, сразу же
вгонять как бы всю республику вот в такие жесткие меры оказалось не совсем правильным. Естественно, мы пошли по пути самосознания граждан. Ведь каждый из нас понимает, что некоторые молодые до критического возраста, до возраста риска 65 и плюс, мы можем перенести, и у нас в Абхазии довольно-таки легкого течения вирус протекает у этой возрастной группы. А вот принести вирус в дом нашим пожилым, скажем так, людям, которые будут в данный период времени переносить этот вирус тяжело, это только должно пройти через самосознание. Опять мы рассчитываем на самосознание, ведь мы уже спотыкались об эту мысль не раз. Вы знаете, на протяжении прошлого года, 2020, когда мы только узнали об этой инфекции, я слышала очень много разных мнений, вплоть до того, что вот если тебе поставят диагноз ковид, тебе там заплатят даже деньги, вот это так проходит в России, например. Кстати, но вначале сейчас... были такие разговоры, Да, а сейчас да, они да. не слышны. Да, Вы уже знаете, но сейчас довольно-таки серьезно это заболевание распространилось по всей территории Республики Абхазия. Многие наши, скажем так, даже не отдельные личности, да, а именно болеют уже семьями. И уже не слышно этих разговоров. И мне кажется, что все-таки в настоящий период времени, вот отгулявшие эти праздники, люди все-таки убедятся в том, что нужно соблюдать все то, что рекомендует и правительство Республики Абхазия, и, естественно, специалисты, то есть медики и санитарная служба. Почему? Потому что никакими ограничительными мерами, никаким контролем, никаким воздействием, никакими штрафами мы не сможем как бы внушить человеку, что он не должен занести эту инфекцию в дом. Если он этого не захочет сам, увы, ни у какого государства это не получится. Поэтому я считаю, что все-таки нужно доносить до каждого члена нашего общества, до каждого жителя нашей страны. Не совсем разделяю ваше мнение, потому что, мне кажется, очень много информации на эту тему, что касается сознательности наших граждан. Мы и не раз проводили эти эфиры. Каждый день у нас в эфире Абхазского телевидения репортажи на эту тему. И тем не менее, когда работают наши корреспонденты, снимают, например, общественный транспорт и видят там людей, которые не носят эти маски, они грубо обращаются с нашими корреспондентами, угрожают нашим операторам. У нас даже был такой случай, когда в ресторане угрожали нашему оператору и отбирали у него флешку, куда были записаны эти кадры. Мы сталкиваемся с этими проблемами, поэтому на сознательность граждан я, в общем-то, хотела бы рассчитывать, но не очень в это верю. А по поводу полного локдауна, в Европе это работает. Мы не можем себе позволить полный локдаун, и по какой причине? Я считаю, что полный локдаун – это та мера, к которой нам еще не приходится прибегать, так как ситуация все еще контролируется. И, как говорят специалисты, у нас реально есть возможность исправить ситуацию в лучшую сторону. Ведь полный локдаун, по сути, мы все с вами прекрасно помним, что эта мера чаще всего использовалась в начале, да, появления вирусной инфекции. То есть что мы подразумеваем под локдауном? Закрытие границ, ограничение перемещения граждан того или иного государства через государственную границу и так далее. Но если подумать логически, на сегодняшний день этот вирус у нас уже есть. Закрывать границы для того, чтобы, я не спорю, возможно, это в какой-то степени, да, поможет ситуации, но мне кажется, что это не выход. Учитывая все социально-экономические последствия, которые следуют, да, за такими решениями,
Мне кажется, что вот рекомендации координационного штаба, которые были приняты 12 января, это наиболее оптимальный вариант, в рамках которого нам следует вот пока двигаться. И в случае, значит, изменения ситуации сложившейся, да, о чем мы узнаем в результате мониторинга, мы будем принимать решения. Еще я так ужесточать понимаю, или- что полный локдаун может привести к очень серьезным экономическим потерям, Безусловно, что в мы не первую можем очередь. себе позволить. Естественно, естественно. Все это взаимосвязано, и тут самое главное определить золотую середину. Ведь не всегда то или иное решение, жесткое решение, принятое, да, в рамках решения какой-то конкретной проблемы, достигает своей цели. То есть здесь очень тонко и сбалансированно нужно подходить, на мой взгляд. Среди наших знакомых, друзей, родственников уже есть люди, которые погибли от ковида-19. Смертность, которую нам дает оперативный штаб, насколько она точная, Тамаз Мурманович? Ведь не все умирают в больнице, может быть, кто-то умирает дома от последствий, а они учитываются в статистике? Ну, знаете, медицинская статистика, она устроена таким образом, что мы даем исключительно госпитальную летальность в наших медицинских учреждениях. Так построено везде. Другое дело, что те пациенты, которые, значит, были зарегистрированы у нас в учреждениях в качестве инфицированных и в последующем были направлены, скажем, в медицинские учреждения других государств, и на территории этих государств, в этих лечебных учреждениях наступил летальный случай, он по нашей внутренней медицинской статистике не проходит. Он проходит по общей статистике через систему ЗАГСов, где регистрируется, значит, смертность, общая смертность по всей республике. Конечно, она будет выше, чем наша стационарная госпитальная летальность. Но еще раз повторяю, мы фиксируем только те случаи, которые происходят в наших лечебных учреждениях, и на сегодняшний день, значит, она составляет порядка 1,2%. Для нас, конечно, это не маленькая цифра, более 153 человек на сегодняшний день. Из более чем 11 тысяч инфицированных, которые зарегистрированы за весь период развития эпидемического процесса, составляет вот такая летальность. 11 тысяч инфицированных Да. у нас зарегистрировано. Более 11 Более тысяч. 11. И Ну, это порядка... 169. Да. Ну, не все могут и обращаться, кто-то бессимптомно дома Ну, вот я переносит, хочу сказать, поэтому что цифра, вот наверное, из больше. этих людей, которые инфицированы, 8800 человек уже выздоровели. Все остальные находятся на данный момент, кто-то на самоизоляции, более 250 человек проходят стационарное лечение. Как правило, больные средней степени тяжести, тяжелые. Ну, прежде всего, в центральном ковидном центре нашем, ну и, соответственно, по тем учреждениям, которые на сегодняшний день практически в каждом городе Абхазии функционируют. А какое количество людей должно заболеть, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет? Ну, ввиду того, что, скажем, заболевание все-таки новое, и исследования по этому заболеванию только идут, и данные, которые сейчас дает наша наука, говорит о том, что коллективного иммунитета, скорее всего, не будет. Почему? Потому что иммунитет после перенесенного заболевания нестойкий. Чаще всего появляются иммуноглобулины G, то есть защитные, скажем так, антитела только ко второму месяцу, и они практически исчезают через 6 месяцев. Поэтому надеяться на то, что основная часть населения перенесет эту инфекцию и будет невосприимчива, но я бы хотела
нацелить все-таки на то, что мы не должны болеть и надеяться на вот такой коллективный иммунитет. Или, естественно, прибегнуть к специфической вакцинации. И вот тогда, если мы создадим коллективный иммунитет вакцинопрофилактикой, то тогда достаточно будет где-то 70-80% населения, чтобы создать невосприимчивую прослойку. Но это чаще всего социально активные люди, которые чаще всего контактируют и могут явиться просто переносчиками. Есть Отсутствие антител – это отсутствие иммунитета к коронавирусу? именно к этому заболеванию, да. Не очень-то хороший прогноз. А по поводу повторного заболевания ковид, там тоже разнится информация. Некоторые врачи-инфекционисты говорят, что либо это недолеченный ковид, либо первый раз была ошибка. Неужели это вот именно подтвержденный анализ вторичного заболевания? Ну, наша лаборатория уже имеет такие случаи, именно лабораторно подтвержденные, когда человек переболел в сентябре месяце, и вот в настоящий период вторично лабораторно подтвержденные случаи есть. Причем 2 из которых у медицинских работников, то есть те, которые оценивают свое состояние, оценивают состояние здоровья, что тогда лабораторно подтвержденное как бы было перенесено заболевание в легкой форме, сейчас они это переносят более уже тяжелее, то есть иммунная система организма дала какой-то сбой, и ввиду того, что они контактируют очень много с пациентами коронавирусом, вирус мутирует и дает, естественно, вторичные заболевания. Какое количество людей заболело у нас в Абхазии второй раз? Есть статистика? Ну, вы понимаете, как научных таких вот экспериментов мы не ставим. По лабораторной базе пока что 5 человек, но опрос мы могли вот провести только медицинских работников. Те пациенты, которым мы вторично поставили лабораторное вот такое заболевание, с одним только человеком мы разговаривали, наоборот, более легче переносит, в отличие от медицинских работников. Вот, поэтому здесь у нас есть вариант, может быть, тогда была какая-то ошибка или просто она была носителем, но не заболела, то есть не болела. Вот, просто носила инфекцию на слизистой, когда мы делали забор. Конечно, информация о том, что повторно человек может заболеть коронавирусом, усугубляет еще больше ситуацию, еще больше призывает нас соблюдать ответственность и ограничительные меры, и масочный режим. Беслан Федорович, вы, я не побоюсь сказать этого слова, очень популярный чиновник, рейтинговый, так скажем. Вас любят горожане. И тем не менее, зная, что в ваш адрес будет, возможно, критика, недовольные люди, вы заняли такую жесткую позицию в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас рынки работают не каждый день, как раньше, магазины и другие объекты, транспорт. И, конечно же, недовольных много. Как вы с ними общаетесь, как вы их призываете к ответственности, чтобы они поняли, что без этого нам дальше, можно сказать, даже не жить? Спасибо, это очень важный вопрос. На самом деле, как реализовывать ограниченные меры, начиная с того, как их принять и в каком объеме, да. Вот. Ну, все это, конечно, перед тем, как принимается решение, мы стараемся проговаривать. Да, с тем же центральным рынком, сейчас вы сказали, колхозным рынком и с вещевым рынком. И там есть более активная такая часть людей, которые там трудятся, ну и ведем переговоры. Ну и, конечно же, с прогнозированием перспектив, да. Потому что без этого никак.
Без этого очень жесткие позиции у наших граждан, которые вот попали сейчас вот в самые такие заградительные меры, так скажем. Помимо кафе, ресторанов, об этом мы уже говорили на самом деле, и самая правильная мера, что они должны быть закрыты. А там, где люди трудятся, вот это в основном такие слабообеспеченные семьи, да, приходят на рынок торговать той или иной продукцией, в некотором смысле собственной продукцией или там перекупщики. Сейчас особой разницы между ними нет, потому что не от хорошей жизни они туда попадают. Мы с ними контактируем и видим и понимаем какой-то слой нашего населения. Но встречаем понимание. Да, в начале, когда услышали о том, что всего 2 дня будет работать пока один рынок, потом другой, потому что чтобы не было пересечений в один день. Вот. Ну, естественно, было непонимание, но мы провели разъяснительные беседы, встречались, сказали, что мы посмотрим, как вы будете соблюдать ограничительные меры. Опять же, я уже перечислял те, кто участвует в рейдах, и вот завтра первый рабочий день на центральном колхозном рынке с момента ввода ограничений, так скажем, уже городом, потому что нам было, значит, поручено это реализовать, и мы будем контролировать. Мы будем контролировать силами администрации города, аппаратом именно конкретно, работниками аппарата администрации и силами управления внутренних дел. Ну, естественно, санэпидемстанция тоже будет подключаться. И ведем беседу, значит, ведем беседу на местах, мы проводим, ну, сейчас инструктируем, понятно, да, как вести себя с людьми, не передавливать, не перегибать, но и в тот же момент говорю, что если это будет повторяться, допустим, вот мы пришли, смотрим, как вы соблюдаете меры. Мы же хотим с вами уйти от этого, правильно? Значит, если мы сегодня выдерживаем, завтра можно пойти еще на какие-то уступки. Я, например, уже предложил, сказал, что если эту неделю мы выдержим, со следующей недели будут у вас 3 дня в неделю и у одного рынка, и у другого. Но обязательно обратно, без пересечений. То есть, ну, конечно, они же хотят работать в один день, потому что люди перемещаются от одного к другому, они рядом расположены. Если сейчас много уделяем внимания рынку, но на самом деле там огромная масса трудится, и это заработок, это уровень жизни, ну и с учетом того, что ограничительных мер было много, и люди не успели заработать деньги, несмотря на то, что там и сезон продлился, и цитрусы у нас в этом году нормальные, но это на работниках вот такой сферы, о которой мы сейчас говорим, не так сильно отражается на самом деле. Поэтому вот, работают, ну, сейчас уже сказали об ограничительных мерах, работают бригады тоже совместно с управлением внутренних дел, ГАИ по общественному транспорту. Там самые жесткие требования. У нас на выезде с 2 гаражей, с автопарка и с троллейбусного парка стоит патрульная машина, прямо там на выезде, и проверяет каждую машину на предмет проведенной дезинфекции, на предмет наличия масок. Правильно, он выезжает пустой, но у него должны быть дезинфицирующие средства, у него должно быть какое-то количество масок, если к нему попал пассажир без маски. То есть мы идем, и на это тоже мы им выдаем, просим у Министерства здравоохранения свои возможности и так далее. И дальше мониторинг по рынку. Ну, конечно, в город попадают и иногородние автобусы, там возникают тоже проблемы, но вот пока так. Пока так, ну и, конечно же, еще вот мы, это уже, наверное, этого нету в ограничительных мерах в распоряжении президента, но, в всяком случае, мы потребовали от владельцев магазинов и торговых точек обязательное, значит, соблюдение санитарных норм и ограничительных мер. Ограниченное количество покупателей в магазине, это я сейчас пользуюсь случаем, тоже говорю для наших телезрителей. Те, кто, если не услышали, не увидели, или кто-то посчитал, что его не предупредили, ну, мы будем идти на самые крайние меры, будем закрывать. Дальше будут наверняка к нам огромное количество претензий, но у нас выхода нет на самом деле, потому что по кому-то работают ограничения, а получается в магазинах, супермаркетах и в маленьких, больших получается наплыв народа, там могут попасть люди и без масок, то есть то же самое. И мы объяснить людям, которые работают на рынке, или на одном, или на другом, или в тех же кафе, ресторанах, мы им не можем объяснить. Одна из претензий к нам, к администрации, это работа магазинов и супермаркетов. Почему нам нельзя, а им можно. Поэтому мы силами, я еще раз не буду повторяться уже, да, какими силами пытаемся и это регулировать. Ограничивать количество людей, посещающих магазины, супермаркеты, оптовые склады, розничные, нерозничные, какие угодно. Там тоже будем работать в этом режиме. Ну, что делать? Сейчас мы, как уже было сказано,
во главу угла, что ставится, мы же понимаем, правильно, это же жизни людей. У нас есть статистика, она нас пугает, нас всех пугает. Не только работников государственных органов управления, но и просто людей должна пугать. Вот. Поэтому вот Беслан как-то так. Русланович, вы каждый день выезжаете на рейды? Каждый день, значит, что касается вот, общественного транспорта, да, что было сказано, и в городе, и во всех районах ориентирован весь личный состав госавтоинспекции на то, чтобы они ежедневно проводили работу по соблюдению вот, гражданами общественного транспорта, маршрутного такси, масочного режима. В случае, даже они останавливаются, да, если междугородний транспорт останавливается по трассе, на постах, городские, значит, в городах, проверяется наличие масок у водителя, у пассажиров. Если они отсутствуют, у нас есть свои, которые мы раздаем, просим людей их одевать, соблюдать дистанцию, соблюдать рассадку, чтобы они не садились рядом и близко друг к другу. Ну, это меры на сегодняшний день, они работают. Ну, мы не прекращаем эту работу и каждый день ее проводим. Также, вот как было сказано, с руководителями АТП была проведена работа, беседа. Значит, общественный транспорт перед выездом, да, проводится соответствующая дезинфекция. Это все проверяется. Ну, на сегодняшний день такая работа проводится и будет проводиться ежедневно там, до отмены всех ограничений. Все-таки население требует, какая-то часть населения требует от милиции жесткости, жестких мер. Ну что вы можете сделать, как вы можете повлиять на людей? Ну, наверное, как было сказано ранее, только жесткими мерами эту проблему не решить. Нужно самосознание граждан, они должны сами это понимать. Конечно, наша работа должна быть активная, мы должны способствовать реализации этого распоряжения, но, к сожалению, есть необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях для того, чтобы мер воздействия было больше и полномочия вот в рамках реализации этого распоряжения, полномочий милиции было больше. На сегодняшний день они есть, но не все сферы мы можем охватить, то есть именно законодатель. Поэтому приходится иногда принимать волевые решения там, где не сталкиваемся с пониманием, но тем не менее вот, в основном своем на сегодняшний день, подчеркну, у нас есть практически со всеми полное понимание, да есть и недовольство, но как-то вот путем диалога, переговоров эти вопросы решаются. Кстати, в Европе за нарушение карантинных мер 2000 евро штраф могут заставить заплатить. И в Москве за отсутствие маски могут заставить заплатить штраф. А мы щадим наших граждан. Мы знаем, что нет таких возможностей, чтобы платить большие штрафы. Но они тоже должны понять, в какой ситуации сейчас находится и медицинское сообщество, и государство, которое каждый день изыскивает эти возможности профинансировать наши медучреждения, достать необходимые лекарства. Я бы хотела спросить, если вы обладаете этими цифрами, Дженсух Эдуардович, какое финансирование идет именно на лечение ковидных больных? Есть какая-то вот определенная сумма? Это, наверное, больше вопрос к министру финансов, но если бы вы озвучили, мы были бы рады. Я могу проинформировать. Ну, наверное, я скажу об общих цифрах, да, о финансировании, которое было осуществлено на протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией. Цифры следующие. Более 400 миллионов рублей за прошедший период было потрачено на борьбу с ковидом. Из них 257 миллионов рублей – это деньги, выделены непосредственно из бюджета Республики Абхазия. Остальные деньги – это, так скажем, внебюджетные средства, которые были получены в рамках финансовой помощи, которую оказывали различные организации. Вы помните, у нас была организация предпринимателей под названием «Мы вместе», которые первые откликнулись, оказали огромную помощь, финансовую помощь. Тамаз Мурович, наверное, более подробно расскажет, куда были направлены эти деньги и какой эффект они возымели в борьбе с ковидом. В этой связи хочется отметить, что были даны четкие поручения президентом Республики Абхазия
об определении основных приоритетов расходования бюджетных средств. И, безусловно, одним из приоритетнейших вопросов на сегодня является борьба с коронавирусной инфекцией. На все необходимое для того, чтобы людям была оказана своевременная медицинская помощь, опять же, по мере наших возможностей, оказывается. Тамаз Мурманович, сейчас какая ситуация в Гудаутском госпитале? Насколько она заполнена? Потом скажете, какая ситуация в инфекционной больнице? Ведь дополнительные койки места были открыты, организованы в Ачимчирской больнице. Были проблемы со специалистами, с медиками. Что-то изменилось за последние месяцы? Ну, на сегодняшний день стационарное лечение проходит 112 пациентов. Это что касается Гудаутского госпиталя. Ну, поскольку он у нас является основным центральным учреждением, где проходит лечение пациента именно тяжелой и средней степени тяжести. Они практически со всех регионов Абхазии поступают соответствующим образом. Конечно, служба проходит силами медицинских учреждений всей республики в соответствии с ранее утвержденным графиком. Конечно, не всегда достаточно персонала, потому что, как я говорил ранее, значит, количество пациентов увеличивается, а количество сотрудников, врачей, медсестер, санитарок, оно остается на прежнем уровне. Конечно, тут сложности определенные мы испытываем, особенно что касается, значит, среднего и младшего персонала. Ну, до последнего времени нам оказывала поддержку Министерства здравоохранения России, вот последняя бригада, сводный отряд, скажем так, врачей разных специальностей, завершил свою работу 22 декабря 2020 года. Ну, в связи с тем, что там новогодние праздники наступали, и, естественно, там были проблемы и в самой Российской Федерации, которая испытывает на сегодняшний день очень большой, острый дефицит в специалистах, новая бригада пока не прибыла. Поэтому мы сегодня справляемся своими силами, которые мобилизованы, еще раз повторяю, с медицинских учреждений и нашей столицы, и других районных учреждений. Но у нас, как вы знаете, работает мобильный военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Для нас это очень серьезная поддержка. Вот уже практически 4-й месяц, как они пребывают у нас в республике. На базе Айтара, вы знаете, на сегодняшний день там проходит лечение более 60 пациентов. И все, как правило, средне-тяжелые и тяжелые. Вот 7 человек в отделении реанимации. У нас там практически создано, значит, отделение на 12 койко-мест реанимационных вот, на базе Айтара. Ну и, соответственно, порядка 35 койко-мест с кислородной подводкой, что очень важно, потому что все пациенты, которые поступают, они практически, ну, более 90% кислородзависимые. И в рамках вот этой работы, о которых говорил Джансух Эдуардович, мы провели централизацию снабжения кислородом, значит, Гудаутской больницы. На сегодняшний день и в отделении реанимации, и основной корпус, во всяком случае, газовые консоли подведены, и в каждой палате есть доступ к поточному кислороду. Временно установлены кислородные рампы, ну и, соответственно, к 10 февраля будут доставлены цистерны с медицинским жидким кислородом для того, чтобы бесперебойно на месте обеспечивать учреждение кислородом, чтобы не возить баллоны, как вот мы сейчас это делаем, в город. Но Беслан Федорович наверняка об этом скажет. Проведена огромная работа в инфекционной больнице, и там практически все то же самое, ну, на уровне этого учреждения.
Второй проводится... ковид-госпиталь, как Гудаутский, Да, госпиталь да. номер 2. Да, и там идет увеличение коечного фонда, и, соответственно, централизация подачи кислорода. Мы обеспечили аппаратами искусственной вентиляции легких. Вот сейчас Сколько ожидаем аппаратов искусственной вентиляции в инфекционной да. 4 аппарата. Ну, для отделения, для палат реанимации, интенсивной терапии пока достаточно. Плюс кислородные концентраторы, там 12 кислородных концентраторов, но мы еще их обеспечим. И вот в ближайшее время ожидаем в рамках уже ранее подписанного договора еще 5 дыхательных аппаратов искусственной вентиляции легких. Как вы знаете, мы 5 получили перед Новым годом и 4 портативных палатных рентгенаппарата, которые сегодня распределены между лечебными учреждениями нашей республики. Это достаточно значительно облегчило работу нашим медикам в части диагностики заболеваний органов грудной полости. Если вот вы говорите, в Гудаутской больнице все налажено с доставкой кислорода в палаты, нет проблемы с кислородными баллонами, то в Сухумской инфекционной больнице, Беслан Федорович, я знаю, у вас проблема с баллонами, кислородными баллонами, и мы даже обращались к населению, если есть у кого-то, что предоставили до начала эфира за несколько минут, сразу после этого же репортажа мне позвонили с Гудаутского района, есть желающие, которые хотят доставить эти кислородные баллоны в Сухумскую инфекционную больницу. То есть люди отзываются. Да, это на самом деле большое спасибо. Мне звонил сегодня мой коллега из Гагры, завтра он присылает определенное количество. Сейчас, вы говорите, по Сухому уже мы собрали. Дело в том, что нет на сегодняшний день нехватки. Дело в том, что мы вдвое хотим увеличить количество коечных мест, куда будет поставляться кислород. То есть, если у нас сегодня 8 таких мест, откуда питаются этим кислородом, то будет 16. Поэтому нам для оборотной тары, как говорится, нужно и то, что будет стоять стационарно, то есть запитано, и то, что будет потом возиться, заправляться, привозиться и обмен. То есть сейчас сказать, что инфекционная больница стоит без кислородных баллонов, это будет неправда. Но мы уже приступили, сейчас уже занимаются тем, что готовят эту рампу, такое же количество будет еще, потому что тяжелых больных, когда они начинают сильно тяжелеть, если нет у нас возможности в инфекционной больнице оказать помощь, вы представляете, надо везти в Гудауту. Что будет по дороге, и как он усложнится и так далее. То есть мы видим по ситуации, что нам для сложных больных надо будет увеличивать койко-места здесь на месте. И мы вот сегодня приняли решение, уже практически с понедельника начнется ремонт 2-го блока. Вот, и, скорее всего, у нас тоже будет там реанимация. Вот, и плюсом, наверное, к искусственной вентиляции легких, как уже сказал наш министр здравоохранения, будем просить, чтобы нам еще, наверное, такое же количество аппаратов вентиляции легких. То есть у нас сейчас 4, будем просить еще 4. Эти То есть аппараты дорогие. все мы хотим увеличить вдвое. Все, что есть, там оказание для тяжелых больных. Потому что мы видим ситуацию и видим, что в ближайшее время она может, конечно, поправиться в общем количестве заболеваний, но тяжелеют у нас уже и по возрасту тоже. Вот здесь специалисты есть, они скажут, то есть здесь спасать надо людей. То есть по-другому никак. А они существенно помогают, и даже кислородная маска, и там аппараты ИВЛ, и, в общем, вот так вот. Поэтому мы видим, что есть эффект. И уходить просто мы тоже говорим постоянно со специалистами, уходить просто в увеличение коечного фонда. И, во-первых, это нам нужны дополнительные медики и весь персонал, да, еще. Но мы увидели, что тяжелобольных стало больше. Не просто количество людей, тех, которые можно было бы и пролечить на дому, их можно было бы и, наверное, не госпитализировать. Вот, поэтому тут я немножко взял на себе роль медика, но во всяком случае мы пока идем по такому пути. Увеличим небольшое количество коечного фонда, но зато увеличим места для тяжелобольных. Вот такая там ситуация. Министр здравоохранения подсказывает, что аппараты ИВЛ стоят до 2 миллионов рублей. Сколько у нас аппаратов ИВЛ в Абхазии и достаточно ли их? На сегодняшний день у нас по всей республике 77 аппаратов. ИВЛ, это помимо того, что еще мы должны получить 5 аппаратов в ближайшее время. Они, конечно, распределены по всем учреждениям, естественно, это не только Гудаутская больница,
Там у нас отделение реанимации на 18 коек, дыхательных аппаратов 21, но с возможностью расширить коечный фонд. Что касается инфекционного корпуса, там практически вот 40 пациентов. Ну, первый этаж – это отделение собственной реанимации, второй этаж – отделение интенсивной терапии. Ну, и в зависимости от тяжести состояния больным оказывается соответствующая помощь. Но на сегодняшний день на инвазивной вентиляции у нас нет пациентов, только на неинвазивной вентиляции. То, что Можете называется уточнить, а что СИПАПом. значит неинвазивная Ну, масочная вентиляция? подача кислорода поточно, соответственно, без интубационного значит, наркоза, так скажем. Таких у нас 5 пациентов на сегодняшний день. А что касается лекарств, я знаю, что я недавно была в Москве, у них проблемы в аптеках, лекарственный дефицит, он существует. А какая ситуация с лекарствами? Может ли Минздрав вовремя обеспечить медучреждения лекарственными препаратами? Ведь не дай бог, если вовремя не будет доставка препаратов, от этого могут пострадать сильно наши пациенты, больные ковидом. Какая это ситуация? Несмотря на все трудности и сложности, которые сегодня существуют в Российской Федерации, где мы прежде всего приобретаем эти медикаменты силами РУП «Абхазфармация», поскольку ряд позиций медикаментов сегодня они настолько востребованы, что находятся в дефектуре. Но в то же время у нас не было случаев, когда то или иное учреждение оставалось без медикаментов. Основные группы препаратов, противовирусные, антикоагулянты и антибактериальные средства, это все у нас всегда было и есть. И именно стационарных пациентов я сейчас имею в виду. То есть государство взяло на себя обязательство бесплатно обеспечивать лечение вот именно средне-тяжелых и тяжелых пациентов в условиях наших учреждений. Это весьма дорогостоящие препараты. И на сегодняшний день вот тот же фроксипарин, которого практически уже в России нет, но мы ищем разные его аналоги из одной группы препаратов, иноксипарин там, и так далее. Мы из Турции их получали, с России. То есть мы используем все возможности для того, чтобы наши учреждения не остались без медикаментов. В том числе и препараты нового поколения, которые используются, это те же иммунодепрессанты, вот, которые на сегодняшний день применяются, та же Артлегия, один флакон которой стоит не менее 50 тысяч рублей, ну и так далее. То есть на сегодняшний день вот такие возможности мы обеспечиваем. Что касается амбулаторной сети, то здесь, конечно, только вот отдельные льготные категории граждан. Мы, естественно, всех обеспечить бесплатно в амбулаторной сети не можем, таких возможностей нет. Поэтому у гражданина должна быть возможность приобрести препараты нашей коммерческой аптечной сети. Но эта аптечная сеть, она не относится к системе здравоохранения, и ценовую политику мы не определяем. Но тем не менее, основные группы препаратов, вот мы неоднократно проводили встречи с крупными поставщиками, значит, лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов, обращались к ним с убедительной просьбой ни в коем случае не повышать цены на те или иные медикаменты жизненно важные, которые на сегодняшний день у нас есть, группы препаратов. Насколько нам известно, они работают в этом ключе. Конечно, здесь надо подчеркнуть, что многие препараты в той же России, их цена увеличилась практически в 2-3 раза. И это в конечном итоге влияет на вот, розничную, значит, стоимость медикаментов уже здесь, в республике у нас. Но тем не менее, вот насколько мне известно, они максимально стараются этого не допускать. И в то же время, ну, во всяком случае, противовирусные препараты,
те же антикоагулянты, таблетированные, инъекционные формы, антибиотики, все это есть на сегодняшний день. Вячеслав Федорович, а городские медицинские учреждения финансируются из городского бюджета? Да. Как вы выдерживаете такую нагрузку? Ну, дело в том, что у нас, ну, прошлый год мы закрыли, если о бюджете говорить немножко, да, мы чуть лучше закрыли, чем планировали, да, думали, будет больше 100 миллионов недобор средств, как говорится, да, неисполнение бюджета, вписались порядка 80 миллионов, то есть нормально сработали все городские службы, я так считаю, поэтому у нас появились возможности, мы их прогнозировали, поэтому мы, помимо постоянного обеспечения медикаментами, помимо заработных плат, хозяйственных расходов и других, да, там, но мы где-то на 1,5 миллиона в месяц обеспечиваем лекарственными препаратами. Но с сентября месяца, как ввели ограничения, как пошел рост, значит, я вот как-то давал, в одном из интервью говорил, что там от 2,5 до 3,5 миллионов в месяц мы стали тратить, да, потому что надо было идти на помощь, успевать, мы успевали друг за другом, да, в то время, когда там где-то что-то не успели, или удалось раньше привезти, или увезти, то есть сейчас, вот в данный момент, да, с начала Нового года, в принципе, мы вернулись на те позиции, которые были, стандартный набор, да, медикаментов, тот, который мы, как и ранее, предоставляли нашим медучреждениям. Вот. А все, что касается, значит, медикаментозного обеспечения по ковиду, это на сегодняшний день за Министерством здравоохранения. Конечно, мы на подхвате, конечно, мы там, вот то, что было сказано уже, что касается дорогих препаратов, там была названа Артлегия, да, там порядка 50 тысяч. Вот сейчас хотим поучаствовать в закупе, потому что она крайне необходима, и мы думаем, что нам удастся, когда будет осуществлять закуп наш Абхазфармация РУП, вот, мы от города тоже приобретем и тоже в общую копилку туда в обеспечение препаратами. Потому что, ну, стандартный набор стандартным, но это дефицитные позиции и очень дорогие лекарства. Поэтому наступает момент, что если это не сделать, например, этот препарат, все, человек уйдет, и его уже не вернуть. Там медики, наверное, лучше скажут, да, в какой момент это надо сделать. Если он не оказался под рукой, человека спасти невозможно. Дальше уже поздно. Поэтому вот мы в среднем, не в среднем, почему, порядка 21 миллиона рублей мы по году тратим стандартно на медикаментозное обеспечение наших больниц. По прошлому году вышли на 30 миллионов за счет экономии, за счет резерва и так далее. Вот. Так что, в принципе, все, что нужно для этого, и те возможности, которые есть в городе, они направлены на то, чтобы держать ситуацию. Помимо этого, я уже, как бы до этого говорил, и вы тоже знаете, что какие-то работы мы там провели, не какие-то, ну, существенные работы провели в инфекционной больнице, добавили, и также планируем дальше двигаться в этом направлении. То есть будем помогать. Мы уже час в эфире, а есть еще темы, которые я хотела, конечно, обсудить. Например, та же тема последствия ковида, реабилитационный период. Ведь он тоже важен. Человек, может, и победил ковид, но последствия будут еще долго ощущать. И даже молодые об этом рассказывают, что у них остались какие-то симптомы. Но сейчас не организован у нас реабилитационный период. Но это, наверное, в будущем, в любом случае, придется, Тамаз Мурович, вернуться к этой теме, потому что у людей на самом деле есть серьезные проблемы со здоровьем после того, как они перенесли коронавирусную инфекцию. И, конечно, вот эта ситуация со школами тоже хотела я обсудить сегодня. Ну, давайте вот коротко, мы не можем эту тему обойти. Вы вначале сказали, что дети болеют ковидом. Есть родители, которые считают, что нет такого факта, чтобы дети болели ковидом. И я помню, что когда появился ковид, и он был не изучен, и, по-моему, даже в ВОЗе говорили, что дети до 10 лет не болеют ковидом. Однако появились дети, юноши с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. У нас есть такие, я так понимаю, да, Людмила Вильбертовна? Если бы мы открыли школы, эпидемситуация ухудшилась бы? И насколько она ухудшилась бы?
Ну, во-первых, скажем так, погодные условия не позволяют сейчас этого сделать, это однозначно. И это не применительно к коронавирусной инфекции. Вы прекрасно понимаете, что это сезон острых респираторных вирусных заболеваний, когда дети сами по себе болеют вне зависимости от коронавирусной инфекции. То есть у нас каждый конец января, начало февраля был пик детской заболеваемости. Очень плохо, что здесь нету главного врача республиканской детской больницы, он бы подтвердил мои слова. Вот. Но здесь ограничительные меры, почему касались еще и школ, и детских учреждений. Почему? Потому что у ребенка очень тяжело диагностировать, скажем так, дифференцировать острое респираторное заболевание с коронавирусной инфекцией. Да, все научные данные, которые мы сейчас имеем, о том, что детский белок не присоединяет коронавирус в том состоянии, как это он делает у пациента, особенно пожилого возраста, 65 и плюс, и у тех пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания. Естественно, дети переносят с высокой температурой коронавирус, но не имеют тех осложнений, не имеют тех последствий, которых имеют взрослые больные. А вот дифференциальный диагноз поставить между острыми респираторными заболеваниями, которые дети переносят тяжело и которые действительно воздействуют на детский организм, было бы очень трудно. Поэтому здесь двоякий результат достигнут тем, что мы не открыли школы и не открыли детские учреждения. То есть мы сохранили здоровье детей и от острых респираторных заболеваний, и в том числе дали возможность нашим медицинским работникам детской республиканской больницы не иметь такую большую нагрузку, чтобы не лечить в том объеме еще и детей. Дети являются переносчиками. Ввиду того, что не всегда родители подозревают, что это коронавирус, это инфекционное заболевание, это вот так быстро распространяющееся заболевание, они, естественно, отдают своих деток бабушкам, дедушкам. А вот как раз эти люди, это группа риска, которые и тяжело переносят эту инфекцию. Поэтому вот здесь было рассмотрена со всех сторон эта проблема. И поэтому те мамочки или те родители, которые говорят, что вот дети не болеют коронавирусом, это неправильное мнение, они болеют, они переносят, они не имеют последствий этого заболевания. И еще педагоги оказываются в зоне риска. Естественно, конечно, это и было видно у нас в сентябре, начале октября, когда мы своевременно не закрыли школы. И вот у нас получилась такая вспышка именно среди педагогических коллективов, именно школ. Сейчас мы не будем углубляться в эту тему. Это, наверное, тема для обсуждения, уже для другого эфира. Да, Беслан Федорович. Понятно. В настоящий момент по городу Сухум на изоляции, практически 100%, которые являются носителями, 212 детей. Вот на сегодняшний день цифра. Выявлены, да. Там порядка 50 детей, там, где уже подтвержденная идет тоже процедура лечения. Дети, это мы говорим, до 13 лет. То есть, это не то есть говорить о том, что дети не болеют или не переносчики, или как-то так, они, наверное, легко переносят, и само заболевание, то, что являются переносчиками болезни, это даже, и вот поэтому и все эти меры были приняты. В самом начале, когда у нас началась вспышка среди медицинского персонала городской больницы, некоторые медицинские работники, когда мы обследовали очаги,
были помещены в Гудаутский госпиталь со своими детьми. Почему? Потому что у детей точно так же был подтвержден коронавирус. Завершая наш сегодняшний эфир, я хочу, чтобы мы подвели итоги. И каждая из вас высказала свое мнение по поводу соблюдения этих ограничительных мер, призвать к сознательности, к ответственности наших граждан. Еще раз. Анна, если вы позволите, так как это заключительное слово, я бы хотел поблагодарить в первую очередь весь медицинский персонал нашей республики. Мы прекрасно с вами знаем, с какими трудностями, с какими нагрузками сталкиваются наши врачи сегодня. Это медицинский персонал, работающий в Гудаутской ЦРБ, в других медицинских учреждениях. Огромное им спасибо. Мы видим и ценим их труд, и очень хочется, чтобы мы им помогли и сократили их работу. Помочь мы можем только одним, соблюдая все требования, предписанные специалистами, и, опять же, заботясь о здоровье своем и о своих близких. Также хочу отдельно благодарить, очень жаль, что сегодня не удалось Абдулмеджиду Магомедовичу присутствовать здесь, начальнику многопрофильного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Они на протяжении 4 месяцев уже несут службу в Республике Абхазия, и весь персонал, не покладая рук, трудится. Я частенько бываю и интересуюсь о том, как проходит их работа. Я реально вижу, что люди работают на износ. Очень хочется отметить, что президентом всегда подчеркивалась важность поощрения тех медицинских работников, которые испытывают наибольшие нагрузки. Вы помните, что указами президента были отмечены ряд врачей высокими государственными наградами, были даны различные поручения правительству о дополнительном материальном поощрении на медицинских работников. Понятное дело, что этого мало, но в рамках тех возможностей, которые есть у нашего государства, данному вопросу ставится высочайший приоритет, ставился до сих пор и будет ставиться впредь, так как президент и правительство Республики Абхазия оценивает тот труд, который сегодня, значит, наши врачи испытывают. Спасибо им огромное за это. Спасибо. И пока Тамаз Мунович подведет итоги, я хочу спросить, Тамаз Мунович, есть информация о состоянии премьер-министра Александра Золотинского-Вича к вам? Его состояние стабильное, тяжелое. Проходит лечение в полном объеме. Но эта информация уже была известна, другой новой информации нет? Сегодняшняя Сегодняшняя. информация. Я хочу, конечно, спросить еще больше, еще деталей, но я понимаю, что детали вы нам не скажете. И это хорошая информация, что стабильный. Да. То есть это уже не отрицательная динамика. Вы понимаете, что я хочу услышать, что Ну, понятно, все будет когда мы хорошо. говорим о Пожелаем ему стабильности, здоровья. Я, подведете ну, итоги. конечно, я хочу целиком и полностью присоединиться к тому, что сказал Джансух Эдуардович. В первую очередь обратиться к нашим гражданам неукоснительно соблюдать все меры, которые указаны в распоряжении, поскольку это самым непосредственным образом повлияет на состояние наших медицинских учреждений. Потому что чем больше больных, тем больше проблем, тем больше нагрузки. Мы видим, в каких очень сложных условиях, знаете, работать в красной зоне – это очень тяжелая ноша. И я хочу здесь особо подчеркнуть, что более 200 наших сотрудников заболели. Это и врачи, и медсестры, это младший медицинский персонал.
И я вот хочу в очередной раз также им сказать огромное спасибо за их титанический труд, пожелать им крепкого здоровья и здоровья всем нашим гражданам. Безусловно, коронавирусная инфекция завершится. Так не бывает, чтобы этот процесс был бесконечный. На сегодняшний день говорить об этом пока, конечно, рано, но всеми общими усилиями, я думаю, что мы придем к хорошим результатам. Но для этого надо много работать. Вы знаете, вот я сейчас вспомнила, может, наши телезрители, кто не видел, а может, вы видели видеоролик с ребенком, годовалый ребенок, его отец Алмаз Бганба, есть такой врач. Мы увидели это в сети. Годовалый ребенок общается по видеовызову со своим отцом, по которому очень скучает. Видимо, он был в ковид-госпитале в Гудауте. И на абхазском он говорит: папа, ты где пропал? И у него пытаются отобрать телефон, он не дает и прячет. Вот я тебя в карман положу, папа, я тебя припрячу, и не дает телефон. На самом деле надо думать о том, в какой ситуации сейчас находятся наши медики, что они месяцами не попадают домой. Беслан Федорович. Уважаемая Анна, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители, мне тоже хочется, конечно, в первую очередь выразить слова благодарности нашим медикам. Они находятся на самой передовой. Было сказано о том, что и есть среди них прецедент уже повторного заболевания, да, и как будет протекать, тоже пока вопрос. То есть никто не отступает, они делают свою работу и более чем. Да. Поэтому то, что принимаются меры на уровне президента, местными органами управления, конечно же, нашему населению надо прислушиваться и придерживаться их. Не потому, что мы медиков жалеем или такую нагрузку, сохранить себя в первую очередь. Поэтому подумать о родных, о близких. Ну и не сразу бежать в медучреждение. Можно получить консультацию. Сегодня все телефоны, контакты, они известные. Да, поликлиники, больницы и так далее. Можно получить консультацию по телефону и проводить какое-то лечение, которое сразу будет легче от этого. Да. Но перегружать больницы, вот я просто немножко душа болит, потому что в каком режиме работает инфекционная больница, я знаю, понимаете, тут могут люди приходить каждый второй или третий день сдавать тест, или требовать сдавать тест. Не стоит этого делать, от этого ничего не поменяется, ни его здоровье, ни здоровье его родных, близких. Только самосознание, мы должны услышать друг друга, дорогие господа, и я думаю, только так может у нас все получиться. То, что нас касается, я думаю, что всех тех, кто находится на передовой, на ответственных, как говорится, позициях по вопросам защиты, борьбы, защиты населения и борьбы с коронавирусом, я думаю, каждый из нас делает все возможное и невозможное тоже. Спасибо. Беслан Русланович. Хочется пожелать всем крепкого здоровья. Хочется еще раз напомнить, что данные меры ограничительные, они направлены лишь на сохранение жизни и здоровья наших граждан. Просьба соблюдать данные меры, потому что, я повторюсь, никакими карательными мерами мы не сможем добиться порядка, мы не сможем добиться соблюдения этих мер. Все зависит от сознания, сознательности и правильного восприятия наших граждан. Хочется пожелать, чтобы все были живы и здоровы, и пожелать скорейшего выздоровления всем, кто находится в больнице. Пока есть возможность, пусть соблюдают менее жесткие ограничительные меры. Не дай бог, если ситуация выйдет из-под контроля, придется на полный локдаун переходить. И милиция тоже, наверное, тогда будет проявлять более, себя будет вести более жестко. В круглосуточном режиме работы, нам понятно, насколько это будет трудно, поэтому просьба еще раз гражданам соблюдать эти меры, чтобы действительно не было каких-то более тяжелых последствий. Людмила Вильбертовна. Ну, я бы хотела нацелить на то, что мир не стоит на месте, мир движется. С каждым днем мы приближаемся, как сказал Томас Мурманович, к тому завершающему, скажем так, логическому концу борьбы с этой инфекцией. Естественно, в мире уже выявлены, разработаны много видов вакцин. Не скажу, что это 1, 2, 3, даже больше. Некоторые страны уже провакцинировали более миллиона
человек. И, естественно, нужно дождаться. Не надо брать цель на заболевание, переболевание, выработке какого-то своего иммунитета. Инфекционные заболевания чем и опасны, что еще непонятно, какие будут последствия. Об этом вы говорили. Поэтому давайте поможем и себе, и своим родным, и нашему государству все-таки победить эту инфекцию другими методами, такими, о которых я говорила, специфической вакцинацией, а не болезнью. Я завершаю наш сегодняшний эфир. Надо дождаться вакцины, а сейчас от каждого из нас зависит очень многое. Спасение утопающих – дело самих рук самих утопающих. Остап Бендер в эти слова вкладывал нечто другое, однако смысл этой фразы очень подходит к нынешним реалиям. Можно уберечь себя и при этом спасти сотни людей. По словам специалистов, надо выдержать 2-3 недели, придерживаться ограничительных мер, использовать средства защиты. И, возможно, уже весной, я надеюсь, мы вернемся к привычному образу жизни. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До свидания.